Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Долги населения за жилищно-коммунальные услуги оказывают негативное влияние на работу управляющих компаний и качество их услуг. В случае длительной неоплаты задолженности ее взыскание производится в судебном порядке. В ряде случаев в таких делах принимает участие и прокурор. В каких же случаях это происходит, каковы особенности рассмотрения судебных дел данной категории и что важно знать гражданам-должникам? Об этом мы поговорим с прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, юристом первого класса Дарьей Марковой. Дарья Романовна, здравствуйте. День добрый. Скажите, чем же определены порядок и срок оплаты за коммунальные услуги? В данном случае мы все, как потребители коммунальных услуг, согласно части 1 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации, также пунктом 63 правил, утвержденных постановлением правительства номер 354, мы все несем ответственность и мы обязаны вносить плату за коммунальные услуги. В состав коммунальных услуг что у нас входит? Холодная, горячая вода, сточные воды, электрическая тепловая энергия, газ, в том числе в баллонах, твердое топливо для печного отопления и вывоз мусора. При этом в плату за жилое помещение у нас входит оплата за текущий ремонт, взносы на капитальный ремонт, также за пользование общим имуществом, расходы, которые мы несем, и стоимость коммунальных ресурсов, потребляемых за управление домом. При этом наниматели или собственники обязаны платить за содержание и текущий ремонт общего имущества. Не все понимают, что такое общее имущество. Под общим имуществом следует понимать это коридоры, чердачные помещения, земельный участок, на котором находится жилое помещение и так далее. Это все, что находится за пределами вашей квартиры. Даже если вы не пользуетесь указанным общим имуществом, к примеру, лифтом, вы все равно будете обязаны вносить плату за указанные услуги. Квартплата у нас оплачивается ежемесячно до 10 числа каждого месяца. Если мы сейчас будем оплачивать за июнь, то, следовательно, до 10 июля мы должны уже будем вносить наши обязательные ежемесячные платежи. Также квартплата из чего рассчитывается, да? Ну, мы все прекрасно знаем, что мы снимаем показания со счетчиков. Если у вас такие счетчики не установлены, то оплата производится по тарифам, установленным субъектом, то есть Республикой Саха-Якутия. Тогда в каком случае возникает обязанность по оплате платежей? Ну, тут следует исходить от того, кем вы являетесь, собственником или нанимателем жилого помещения. Если вы являетесь нанимателем жилого помещения, то, получается, вы должны будете оплачивать коммунальные платежи с момента заключения такого договора. Если такой договор у вас не заключен в письменной форме, то указанное обстоятельство не освобождает вас все равно от уплаты коммунальных платежей. Многие ошибочно думают, что если договор до сих пор не заключен, то мы можем не платить, но это не так. В любом случае вы будете нести обязанность такую и должны будете платить. А собственникам, конечно, у нас чуть намного, наверное, проще. Собственники оплачивают коммунальные платежи с момента регистрации права собственности. Скажите, что важно знать гражданам-должникам? Какие правовые последствия возникают для них в случае несвоевременной оплаты за коммунальные услуги? В случае неуплаты своевременно, то у нас такие ограничения могут быть как пени, ограничения, либо вообще отключение от коммунальных услуг. При этом, что у нас такое пение? Это неустойка. Если вы установленный срок не оплатили коммунальные услуги, это своего рода, ну, как говоря, легче, это штраф. Пени у нас начисляется с 31 числа, следующего за днем оплаты. То есть, если мы опять-таки приводим пример июнь, то есть за июнь вы должны оплатить до 10 июля, следовательно, пени у вас уже будет начисляться с августа, примерно с 10-11 августа. Кроме того, может быть, как я уже сказала, приостановлено либо ограничено. При этом приостановление или ограничение потребителя от коммунальных услуг невозможно без его предупреждения. Сначала в данном случае поставщик обязан его уведомить о том, что у вас образовалась задолженность и что с какого-то времени вы будете ограничены в тех или иных коммунальных услугах.
Следует отметить, что на практике, когда вот возникают такие вопросы, суды зачастую исходят из того, что надо оценивать соразмерность в данном случае вот такого поведения должника. Не обязательно, если у вас, допустим, небольшая задолженность, да, что у вас обязательно отключат, поскольку надо исходить из правовых последствий, которые могут возникнуть, чтобы это не ущемляло права и интересы граждан и иных лиц, то есть окружающих. Потому что если отключат отопление зимой, то это просто приведет не очень хорошим последствиям, негативным. Поэтому в данном случае это все-таки исходит из того, что это должна быть соразмерность. Скажите, а вот если мы говорим с вами о соразмерности, существует ли какой-то порог в счете по оплате коммунальных платежей, после которых вот действительно наступает пресловутое отключение? Ну, в данном случае, мне кажется, это все индивидуально, это уже все как посмотрит, получается, поставщик, либо уже суд. Потому что суд у нас принимает решение по своему также внутреннему убеждению, он оценивает все доказательства, которые имеются в материалах дела. Мы, конечно, не говорим о, наверное, о задолженности, которая менее там, 50 тысяч и так далее, но как такового критерия нет. И поэтому на данный вопрос достаточно сложно ответить. Кроме того, я еще не сказала, что одним из негативных последствий невнесения своевременной платы для нанимателей жилого помещения может быть выселение из данного жилого помещения. У нас также на практике имеются случаи, когда устанавливается, что потребитель, наниматель, получается, жилого помещения по договору социального найма в течение 6 месяцев, более даже 6 месяцев, не оплачивает коммунальные услуги. Вот тогда уже, получается, наниматель обращается с иском в суд о его выселении. Помимо этого, суды, кроме того, что принимают такое решение, в данном случае должник у нас будет выселен из жилого помещения, и ему будет предоставлено жилое помещение, равное к нормам общежитию, то есть на одного человека 6 квадратных метров. При этом, помимо того, что его выселяют, взыскивают с него задолженность, пени, а также могут взыскать расходы на услуги представителя. Если, допустим, нанимают адвоката, то уже получается, кроме всего, что уже было перечислено, он еще будет нести расходы за то, что управляющая компания или наниматель понес, когда он нанимал адвоката. Это как раз один из таких параллельных случаев, непрямых, когда с должника взыскивается задолженность. Мало того, что ему надо будет платить все с процентами, так еще и платить за юридические услуги. Да, это как один из дополнительных негативных последствий для должника. Скажите, в чем отличие вынесения судебного приказа и решения по исковому заявлению? В данном случае необходимо, наверное, мне вам до этого рассказать, как вообще может быть взыскана задолженность. Да? Задолженность у нас граждан может быть взыскана в претензионном порядке. Это у нас по-простому досудебном, когда с помощью досудебного регулирования можно как-то решить те или иные споры. Мы, как все потребители услуг и жильцы многоквартирных домов, и также и частных, бывает такое, что когда заходим в подъезд или видим, что на стенде бывает размещена информация, какая квартира имеет задолженность и задолженность по квартплате. Это вот таким образом у нас, получается, управляющая компания пытается с нами договориться о том, чтобы мы оплатили в добровольном порядке. Но действующим законодательством не предусмотрен обязательный порядок досудебный, поэтому в данном случае управляющая компания может сразу обратиться уже в суд. Это в порядке искового либо приказного производства. Иски, получается, подаются, необходимо мне отметить, по месту жительства потребителя, либо иски подаются, если иск подает наниматель, по месту его нахождения нанимателя. И также необходимо отметить, что срок исковой давности по данной категории дел составляет 3 года, когда лицо должно было узнать, что имеется у потребителя задолженности.
Если срок исковой давности будет пропущен, то исковое заявление будет подлежать отказу. Это как одно из условий при рассмотрении дел в суде. Ну и в заключение нашей с вами беседы. Вот в случае, если должник согласен будет оплатить долг, но иск уже подан, возможно ли прекратить производство в суде? Да, конечно, это возможно. В данном случае стороны это у нас могут урегулировать данный вопрос заключением мирового соглашения. При заключении мирового соглашения будет вынесено определение о прекращении производства по делу в связи с заключением его. Но также хотелось бы напомнить, что многие думают, что вот мы мировое соглашение заключили, и все на этом. Мы можем как бы дальше об этом не думать и не платить. Но хочу обратить внимание телезрителей, что если вы заключили такое соглашение, то не надо откладывать его исполнение как бы на долгий ящик, поскольку в случае, если вы его не будете исполнять, то управляющая компания может обратиться в суд с ходатайством о принудительном его исполнении. Тогда указанное мировое соглашение будет направлено в службу судебных приставов. И тогда уже возможны все последствия исполнительного производства. Могут быть наложены аресты на счета, либо на имущество. Поэтому прошу не затягивать и в данном случае сразу же погашать вашу задолженность. Я думаю, наши телезрители примут ваши рекомендации к сведению и возьмут их за правило. Благодарю вас, Дарья Романовна, за очень содержательную беседу и спасибо, что нашли время для того, чтобы стать гостьей нашего интервью. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня мы говорили о задолженностях по жилищно-коммунальным услугам. Берегите себя. До встречи.